Это игра «Ума Палата». Игра, где можно не только блеснуть знаниями и эрудицией, но и заработать денежный приз – 100 тысяч рублей. Мы составили турнирную таблицу телевикторины «Ума Палата». В список вошли те участники, которые набрали 15 и более правильных ответов. Эта таблица выглядит следующим образом. На первом месте игры «Ума Палата» студентка СВФУ Нина Алексеева с 23 баллами. Следом за ней команда «Квиз» Галина Белоус и Георгий Глебов, а также телеоператор НВК-СХ Александр Иванов. Все они набрали 21 балл. С разрывом в 3 очка на 4-й строчке студент Института естественных наук СВФУ Николай Слепцов. 17 очков разделило трое. Врач республиканской больницы номер 2 Василий Яковлев, корреспондент телеканала «Якутия-24» Александр Хавренко и Александр Абрахов, учитель истории. Четверо заработало 16 баллов. Это студенты СВФУ Василий Пермяков и Михаил Соколов, а также телеведущий службы новостей Петр Васильев и учитель истории Ирина Гридинская. Ну и последнюю строчку в нашем списке занимает ученик 11 класса Григорий Носов, единственный, кто поборется за звание самого умного и эрудированного наравне со взрослыми. В любом случае, мы поздравляем всех, кто оказался в этом списке. Сегодня, согласно турнирной таблице, мы пригласили сильных игроков вновь сразиться в нашей игре. Сегодня я приветствую учителя истории средней общеобразовательной школы номер 30 города Якутска Ирину Гридинскую. Она будет сражаться с телеведущим службы новостей телеканала «Якутия-24» Петром Васильевым. Оба игрока набрали в прошлый раз по 16 баллов. Ирина, какие впечатления у вас остались после прошлой игры? Впечатления хорошие, но сильно волновалась. 16 очков, которые вы заработали в прошлый раз, для вас это много или мало? Могла бы заработать больше. Петр, есть мнение, что журналисты, как никто другой, обладают обширным кругозором. Они знают все обо всем понемножку. Вы согласны с этим? Согласен. Результаты предыдущей игры, по сути, они это и показали. Петр, считаете ли вы себя азартным человеком? И не было ли у вас желания отказаться от участия в нашей викторине? Не было. Участие есть участие, а мне нужна победа. Принцип игры остается прежним. Ваша задача сегодня заработать 20 верных ответов по результатам 3 раундов. Пока что перед вами находится черный ящик, в котором по-прежнему 2 шара красного и синего цветов. Как вы помните, необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы первым отвечать на вопросы первого раунда. Приступайте. Шар. Петр, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Правила игры вы знаете. Напомню, первый раунд длится 2 минуты. Вопросы я задаю по очереди. Второй раунд длится также 2 минуты. И вопросы игроку я задаю до первой ошибки. Далее происходит переход хода другому игроку. В третий раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов во втором раунде. Третий раунд же определит, проходите вы в финал или нет. Напомню, вам необходимо набрать 20 верных ответов за все этапы. Петр, из какого цветка появилась дюймовочка? Лилия. Тюльпан. Ирина, при помощи какого предмета Оля Лукоева послал детям сказочные сны? Волшебная палочка. Зонтик. Петр, как зовут пуделя Мальвины? Артемон. Правильно. Ирина, кто достался в наследство среднему сыну Мельника в сказке «Кот в сапогах»? Осел. Правильно. Петр, под каким углом пересекается диагональ ромба? 45 градусов. 90. Ирина, сколько атомов водорода в молекулах метана? 4, может быть. 4. Правильно. Петр, кто вступил на российский престол после Екатерины II? Петр III. Павел I. Ирина, самый многочисленный класс животных? Микробы. Насекомые. Петр, самый теплый океан? Индийский. Тихий. Ирина, как называется проволока, удерживающая трубку игристых вин шампанского? Швенза или мюзли. Мюзли. Петр, как зовут самого быстрого человека в мире? Усейн Болт. Правильно. Ирина, Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка из какого известного поэта? Арсеньева. Так. Лермонтов. Правильно. Петр, волшебная спортивная игра, в которой играли Гарри Поттер, летая на метле. Видич. Правильно. Ирина, сколько подвигов совершил Геракл? 12. Правильно. Петр, сколько клеток на традиционной шахматной доске? 24. 64. Ирина, между орбитами каких планет расположен пояс астероидов?
Юпитер и Сатурн. Юпитер и Марс. Петр, в какое море впадает река Нил? Средиземное. Правильно. Ирина, самая быстро летающая насекомое. Стрекоза. Верно. Петр, где находится море спокойствия? В Южной Америке. На Луне. Ирина, кто автор романа «Робинзон Крузо»? Даниэль Дефо. Правильно. Петр, антофобия. Это боязнь чего? Муравьев. Цветов. Ирина, в какой стране находится самый высокий водопад Анхель? Аргентина. Венесуэла. Петр, название какой геометрической фигуры буквально переводится как бубен? Круг. Ромб. Ирина, какое созвездие изображено на флаге Австралии? Большой медведь. Южный крест. Петр, 1/3 часа. Это сколько минут? 15. 20. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 25 вопросов. При этом Ирина дала 6 правильных ответов, Петр только 4. Петр, что вам помешало? Ну, наверное, незнание астрономии. Были ли вопросы, на которые вы знали ответ? На них я ответил. Ирина, 6 очков. Как вы считаете, это хороший результат? Ну, могло бы быть лучше, конечно. Помните, сколько вы набрали в первом раунде прошлой игры? По-моему, 5, что ли. Я не помню, честно. Были вопросы, которые вам показались весьма интересными или спорными? Были интересные, но на них я не знала, к сожалению, ответа. Ирина, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда. Переход хода в следующем раунде, я напомню вам, происходит после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, отвечающий первым, может не оставить своему сопернику ни единого шанса ответить на вопрос. Ирина, в какой стране находится гора Фудзи? Япония. Правильно. Ирина, какие два океана соединяют пролив Дрейка? Тихий Атлантический. Верно. Ирина, что было первым желанием старухи из сказки о рыбаке и рыбаке? Корыто. Правильно. Ирина, химический элемент с атомным номером номер 2 в таблице Менделеева. Водород. Гелий. Петр, Додома, столица какой страны? Пас. Танзания. Ирина, Фобос, это спутник какой планеты? Сатурна. Марс. Петр, постоянно равно по отношению длины окружности к ее диаметру, это Пас. число π. Ирина, сколько в норме хромосом у человека? 42. 46. Петр, персонажем какого произведения является Порфирий Петрович? Пас. Преступление и наказание. Ирина, химический элемент с атомным номером 3 в таблице Менделеева. Азот, может быть. Литий. Петр, как называется лицевая сторона монеты? Решка. Аверс. Ирина, сколько секунд в одном часе? 60. 3600. Петр, самый распространенный химический элемент во Вселенной. Водород. Правильно. Петр, какому государству принадлежит остров Пасхи? Аргентина. Чили. Ирина, 30 метров. Это сколько миллиметров? 3000. 30 тысяч. Петр, в какое море впадает река Лена? Северный Ледовитый океан. Море Лаптевых. Ирина, сколько струн у виолончели? 4. 4. Ирина, как называется большой жевательный зуб? Пас. Маляр. Петр, как звучит слово «дно» во множественном числе? Доньев. Правильно. Петр, сколько крыльев имеет блоха? 4. Нисколько. Ирина, сколько вершин у пятиугольной призмы? Не знаю. 10. Петр, кто автор всемирно известной картины «Богатыри»? Васнецов. Правильно. Петр, какое насекомое вызвало короткое замыкание в ранней версии вычислительной машины, тем самым породив термин «компьютерный баг»? Жук. Мотылек. Ирина, из каких плодов можно получить копру? Не знаю. Пас. Кокос. Петр, сколько кубиков в кубике Рубика? Ой. 64. 26. Время вышло. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 25 вопросов. При этом Ирина дала 3 правильных ответа, Петр также 3. Это означает, что специально для вас проводится дополнительный раунд, который определит финалиста, прошедшего на 3-й этап. Напомню, что в дополнительном раунде первой отвечает Ирина по праву первого ответа во втором раунде. Также я вам напомню, что на вопросы дополнительного раунда вы отвечаете по очереди до первой ошибки по принципу пенальти. Ирина, слоны умеют прыгать? Да. Правильный ответ – нет. Петр, правда ли, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации самолеты и корабли являются объектами недвижимости? Нет. Правильный ответ – да. Ирина, какую страну еще называют Нидерландами? Голландию. Это правильный ответ.
Петр, какой стране принадлежат Канарские острова? Франция. Правильный ответ – Испания. По результатам дополнительного раунда выигрывает и проходит в следующий этап Ирина. Петр, мы будем с вами прощаться. Можете сказать что-то? Ну что ж, я всегда рад проиграть, точнее уступить столь прекрасной даме. Спасибо вам за игру. Спасибо вам за игру. До свидания. До свидания. Ирина, ровно 1 минуту. Я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, по итогам всех раундов вы пройдете в финал. Именно там определится, сможете ли вы выиграть главный приз нашей игры – 100 тысяч рублей. Ирина, какой напиток получает из сахарного тростника? Сироп. Ром. Какая из перечисленных башен самая низкая? Останкинская, Пизанская, Спасская, Эйфелева? Эйфелева. Пизанская. Как называется красная тряпка в руках у Матадора? Пас. Мулета. Как называется самая глубокая точка поверхности Земли, находящаяся на дне Марианской впадины? Пас. Бездна Челленджера. В какой стране один из официальных языков французский? Республика Гаити, Венесуэла, Эквадор, Кения. Кения. Гаити. В каком из этих городов люди празднуют Новый год раньше остальных? Смоленск, Красноярск, Омск, Пермь. Красноярск. Правильно. Что запрещал указ, который в 1726 году подписала Екатерина I? Пас. Пускать пыль в глаза. Какой писатель сформулировал 3 закона робототехники? Чапик. Айзек Азимов. Листья какого дерева лежат на столе в картине Серова «Девочка с персиками»? Клен, может быть. Верно. Какой формы большинство предупреждающих дорожных знаков в России? Круглый. Треугольные. Какой орган человека не функционирует до его рождения? Легкие. Правильно. Во время какого танца на балах в 19 веке было принято обсуждать повседневные дела? Вальс. Кадриль. Время вышло. Итак, за время игры я задал вам 12 вопросов, а вы дали только 2 правильных ответа. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку своих верных ответов до 20 и покидаете нашу игру. Но прежде чем мы с вами попрощаемся, мне хочется у вас спросить про закон, который подписала Екатерина I в 1726 году. Вы, как учитель истории, не ответили. Правильный ответ – пускать пыль в глаза, я напомню вам. Не стыдно? Нет, не стыдно. Знали ответ? Нет, я не знала, но я, как говорил выдающийся, великий философ древности, древнегреческий философ Сократ, он говорил, что я знаю, что ничего не знаю. Или, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Вот. Поэтому плюс в мою копилку это знание. Да, я тоже знаю, что вы не знаете. Вопросы сегодняшней игры вам показались сложнее или легче, чем в прошлый раз? Намного сложнее, мне показалось. Спасибо за игру. До Спасибо. свидания. До свидания. Это игра «Ума Палата». Игра, в которой всегда есть второй шанс. Но им наши сегодняшние игроки не воспользовались. Интересно, как сложится судьба наших следующих игроков. Узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума Палата». Игра, где можно не только блеснуть знаниями и эрудицией, но и выиграть денежный приз. Мы составили турнирную таблицу телевикторины «Ума Палата», в которую вошли участники, набравшие по результатам 3 раундов 15 и более очков. Список сильных игроков выглядит следующим образом. На первом месте игры «Ума Палата» студентка СВФУ Нина Алексеева с 23 баллами. Следом за ней команда «Квиз» Галина Белоус и Георгий Глебов, а также телеоператор НВК-СХ Александр Иванов. Все они набрали 21 балл. С разрывом в 3 очка на 4-й строчке студент Института естественных наук СВФУ Николай Слепцов. 17 очков разделило трое. Врач республиканской больницы номер 2 Василий Яковлев, корреспондент телеканала «Якутия-24» Александр Хабренко и Александр Абрахов, учитель истории. 4 заработало 16 баллов. Это студенты СВФУ Василий Пермяков и Михаил Соколов, а также телеведущий службы новостей Петр Васильев и учитель истории Ирина Гридинская.
Ну и последнюю строчку в нашем списке занимает ученик 11 класса Григорий Носов. Единственный, кто поборется за звание самого умного и эрудированного наравне со взрослыми. Сегодня, согласно турнирной таблице, мы пригласили сильных игроков вновь сразиться в нашей игре. Итак, я приветствую Василия Яковлева, врача Республиканской больницы номер 2, и Григория Носова, ученика 11 класса средней общеобразовательной школы номер 30 города Якутска. Василий, в прошлый раз вы показали себя весьма неплохо. Но какие выводы вы сделали по результатам игры? То, что надо было больше читать сказки. Есть ли какие-то еще области знания, которые вам показались весьма затруднительными в прошлый раз? Вопросы, касающиеся литературы и живописи, искусства. Григорий, вы единственный из школьников, кто смело и уверенно заявил о себе в нашей игре. Не страшно играть еще раз, причем наравне с взрослым человеком. Абсолютно нет. Готовились к нашей игре? Да. Каким образом? Ну, как я говорил, смотрел предыдущие передачи и дополнительно в интернете готовился, и прошлый раунд смотрел. Итак, принцип игры остается прежним. Ваша задача сегодня — заработать 20 верных ответов в течение всех 3 раундов. А пока что рядом с вами находится по-прежнему черный ящик, в котором по-прежнему 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного ответа, чтобы получить право отвечать первым на вопросы первого раунда. Итак, приступайте. Григорий, вы получили преимущество. Вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем приступать. Василий, Григорий, правила нашей игры вы знаете, но я вам их еще раз напомню. Первый раунд длится 2 минуты, вы отвечаете по очереди. Второй раунд длится также 2 минуты, и вопросы игроку я задаю до первой ошибки. Далее происходит переход хода следующему игроку. Третий раунд проходит тот, кто набрал наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Третий раунд определит, проходите ли вы в финал или нет. Напомню, что вам необходимо набрать 20 правильных ответов по результатам всех 3 раундов. Григорий, какой ключ не отмыкает замок? Сломанный. Скрипичный. Василий, какую траву и слепой узнает? Крапивница. Правильно. Григорий, из какой посуды не едят? С пустой. Правильно. Василий, сколько яиц можно съесть натощак? 1. Правильно. Григорий, петух, стоя на одной ноге, весит 5 килограмм. Сколько он будет весить, стоя на 2 ногах? 5. Правильно. Василий, как назвали фашисты-штурмовик Ил-2? Пас. Черная смерть. Григорий, назовите хобби Гитлера. Рисование. Правильно. Василий, на руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 100. 50. Григорий, у родителей 6 сыновей. Каждый имеет сестру. Сколько всего детей в семье? 6. 7. Василий, 3 лошадей пробежала путь 30 километров. Сколько пробежала каждая лошадь? 30. 30. Правильно. Григорий, какое число приказывает? Пас. 3. Василий, сколько единиц в дюжине? 12. Правильно. Григорий, как будет на юридическом языке открыто похищение чужого имущества? Пас. Грабеж. Василий, на каком языке говорит коренное население Гренландии? Нуитский. На эскимосском. Григорий, как называется игра написания стихов на заданные рифмы или с заданными словами? Пас. Буриме. Василий, сколько разных букв в названии нашей страны? 5. Правильно. Григорий, когда сутки короче, зимой или летом? Зимой. Одинаковы. Василий, назовите самого результативного советского снайпера Великой Отечественной. Охлопков. Сурков. Григорий, в каком городе зародился акция «Бессмертный полк»? Пас. Томск. Василий, что означает в итальянском слове язык? Спагетти. Вермишель, червяк. Григорий, какой писатель ввел в обиход слово «детектив»? Пас. Жюль Верн. Василий, катались 2 сына на трехколесных велосипедах, а их отец на двухколесном велосипеде. Сколько всего было колес? 8. 8. Григорий, дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка тянули и вытянули репку. Сколько глаз смотрело на репку? 10. 12. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего в течение первого раунда я задал вам 23 вопроса. При этом Василий дал 6 правильных ответов, а Григорий 3. Василий, это означает, что у вас явно больше ответов. Вы рады этому? Пока еще нет. Почему?
Учитывая, что надо набрать 20 баллов, я считаю, это маловато. И не только. Еще и потому, что вы играете против школьника. Григорий, чего вам не хватило, чтобы набрать больше правильных ответов? Ну, не хватило дополнительных знаний, плюс был еще вопрос, который я смог ответить, но его задали Василий. Да, такое тоже может быть. Что это был за вопрос, не помните? Ну, про язык коренных жителей Гренландии эскимосский. При этом Василий дал неправильный ответ. Да. Да, браво. Василий, вы получили преимущество. Теперь вы отвечаете первым на вопросы второго раунда. Переход хода в следующем раунде, я напомню, осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, начинающий первым, может не предоставить своему оппоненту ни единого шанса. Василий, муж гусыни. Гусь. Гусак. Григорий, он приходит во время еды. Пас. Аппетит. Василий, одинокий холм. Гора. Сопка. Григорий, хищная рыба с деликатесными плавниками. Пас. Акула. Василий, птица, носящая название танца. Фламинго. Чечетка. Григорий, какая река у вас во рту? Селена. Десна. Василий, слово вампир иностранное, а как на Руси называли тех, кто по преданиям пил кровь людей и животных? Пас. Упырь или бурдалак. Григорий, на каким словом на Руси многие столетия называли всех ветеринарных специалистов? Пас. Коновал. Василий, чем едят бозбаш? Руками. Ложкой. Григорий, чем управляет гормон грелин? Пас. Чувство голода. Василий, как одним словом называется терпимость к чужим мнениям, верованиям, Толерантность. поведению? Толерантность, правильно. Василий, что в царевну означал термин приматы? Обезьян. Князья. Григорий, как назывался стратегический план нападения фашистской Германии на СССР? Барбаросса. Правильно. Григорий, как по-другому называется игра слов? Шарады. Каламбур. Василий, что является атрибутом феи? Палочка. Правильно. Василий, родина балета. Франция. Италия. Григорий, какие два числа, если их перемножить, дают такой же результат, что и при сложении? Пас. 2 и 2. Василий, кто из философов в 1864 году написал музыку на стихи Пушкина «Заклинание. Зимний вечер»? Чайковский. Ницше. Григорий, сколько раз в сутки подзаводят куранты Спасской башни Кремля? 3. 2. Василий, кто первым получил Нобелевскую премию по литературе? Романист, поэт, драматург, эссеист? Романист. Поэт. Григорий, с какой буквы начинаются слова, опубликованные в 16-том томе последнего издания Большой советской энциклопедии? Пас. М. Василий, какой химический элемент назван в честь злого подземного гнома? Пас. Кобальт. Григорий, в какой из столиц бывших союзных республик раньше появилось метро? Тбилиси, Ереван, Баку, Минск. Минск. Тбилиси. Время вышло. Во втором раунде я задал вам 23 вопроса. При этом Василий дал 2 правильных ответа, Григорий также 2. Вы прекрасно помните, что в таком случае при равенстве баллов объявляется дополнительный раунд, который определит того, кто выйдет в финал нашей игры. Также я вам напоминаю, что вы отвечаете по очереди до победы в 1 очко по принципу пенальти. Начинает Василий по праву первого ответа во втором раунде. Участники, я напомню вам, что по правилам нашей игры ваши правильные ответы в дополнительном раунде не учитываются при общем подсчете очков. Василий, сколько пар хромосом включает геном человека? 23 пары. Это правильный ответ. Григорий, сколько дециметров в половине километра? 50. 5000. Это неправильный ответ. По результатам дополнительного раунда в следующий этап, финальный, проходит Василий. Григорий, как вы оцените степень сложности наших вопросов сегодня и в прошлый раз? Ну, в этот раз вопросы были посложнее, чем в прошлый раз. Но вы все равно большой молодец. Вы единственный школьник, я акцентирую на этом внимание, который смог пройти так далеко, причем побороться сегодня со взрослым человеком и немного уступить ему. Вам не хватило совершенно чуть-чуть. Спасибо вам за интересную игру. До свидания. Василий, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 по результатам всех 3 раундов, вы сможете пройти в финал, в котором выяснится, сможете ли вы выиграть 100 000 рублей. Василий, что такое лобогрейка? Пас. Машина для уборки зерновых. Какой роман Фенемор Купер написал на Пас. спор с женой? Предосторожность.
Какой вид кавалерии предназначался для боевых действий как в военном, так в конном, так и в пешем Пас. строю? Драгуны. Какое имя не принимал ни один папа римский Валентин Евгений Георгий? Евгений. Георгий. В каком немецком городе родилась будущая императрица России Екатерина II? Шлиссельбург. Штеттин. Какой из этих слов написано неверно? Полбанки, полчашки, пол-литра, полбуханки, Полбанки. полчашки. Что находилось в сердцевине волшебной палочки Гарри Поттера? Единорог. Перо Феникса. Что Кристиан Диор советовал носить женщинам с кривыми ногами? Юбки. Глубокое декольте. Чей труд собирался облегчить изобретатель скотча Ричард Дрю? Пас. Автомассеров. Что такое типсы, которые особенно ценятся сборщиками чая? Пас. Почки. Что делают англичане, призывая собеседника сохранить тайну или не проявлять излишнее любопытство? Пас. Постукивает по носу. Что изучает гляциология? Стекла. Лед. Какой костюм, по мнению Коко Шанель, старит женщину больше всего? Юбка. Слишком богатый. Время вышло. Может, зададите другие вопросы? Какие хотите, чтобы я задал вам вопросы? Не знаю, не такие сложные, как сейчас. Мгм. Это выглядит слишком позорно. Я вроде не дал ни одного правильного ответа. Или один. К сожалению, увы. Итак, за время игры, Василий, я задал вам 13 вопросов, при этом вы дали 0 верных ответов. Это означает, что в последнем решающем этапе вы не смогли пополнить копилку правильных ответов не то что до 20, хотя бы даже до 1. Увы и ах, мы явно больше вас не приглашаем. Что-то можете сказать уж точно на прощание. Ну, желаю тем, кто попал в финал, удачи. Тем не менее, спасибо вам за игру, за интерес к нашей игре. Мы будем вас помнить или нет. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». И вновь денежный приз ускользнул из рук наших участников. Повезет ли нашим следующим игрокам? Узнаем через неделю.